12 тысяч советов многоквартирных домов создано в Башкортостане, но это 70% от общего количества многоквартирных домов. Проблема возникает в обслуживании старых двухэтажных домов. Об этом говорили в правительстве Башкортостана. Как это решается в Уфе, обсудим прямо сейчас с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Рим Булатов, руководитель Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Уфы. Рим Нигматьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, согласны ли вы с тем, что действительно вот старые двухэтажные дома – это проблема? И в целом расскажите, пожалуйста, каков опыт Уфы на сегодня? Безусловно, старые дома, вот мы их называем аварийный фонд, вот эти дома, в которых обычно от 9 до 16-24 квартир, в этих домах очень тяжело выбрать совет. В связи с тем, что проживают там в основном пожилые люди, часто инвалиды. То есть вот та категория людей, которые нуждаются в нашей как раз необходимой помощи. И советы создать крайне сложно вследствие того, что очень мало молодежи в таких домах. Но в городе Уфе, естественно, что есть у нас таких более 1000 домов, и есть советы во многих домах, и они очень такие эффективные и активно работают. И, конечно, вот это самые проблемные дома, и связано это с тем, что эти дома находятся на непосредственном управлении. Это третья форма, вот, которая у нас обслуживаются дома. И часто вот сейчас жалобы поступают от людей, что управляющая компания просто переводит эти дома самостоятельно, хотя они не хотят переходить на непосредственное управление. И, конечно, мы этими вопросами занимаемся. В целом, конечно, советов становится все больше. И сама жизнь заставляет людей выбирать советы. Связано это с тем, что у нас в республике и в городе Уфе в том числе реализуется очень много программ, таких как благоустройство дворов, башкирские дворики, так как ремонт подъездов в рамках капитального ремонта. И все эти мероприятия, которые проводятся, они требуют участия собственников многоквартирных домов. Поэтому и люди втягиваются сами вот в эту необходимую работу. У нас много очень активистов, которые активно помогают себе, своему дому. И вот такая работа, она, конечно, приносит свои плоды. Рим Нигматьянович, ну для большего понимания для наших телезрителей, да, Совет многоквартирных домов – это, по сути, инициативная группа, их еще даже называют там старший по дому. Да? Можете ли вы привести пример дома, где есть такой совет, и как он работает, какую пользу приносит, и дома, где такого совета нет, и какие негативные явления происходят? Там, где есть эти советы, там, где они активно работают, безусловно, это дает возможность создать более благоприятные и комфортные условия для проживания. Я могу вам назвать массу таких домов, в которых у нас созданы советы, которые активно работают и которые, в общем-то, являются победителями в конкурсе, который мы проводим. У нас есть даже такой конкурс «Лучший совет МКД», который мы провели совсем недавно. И вот в этом конкурсе у нас победил Дагестанская 5 в Демском районе. Председатель совета МКД 84 года, кстати. Ну, то есть это элементарная чистота, порядок, безопасность. Безусловно, это необходимые вот критерии оценки. Когда мы оцениваем дома, мы, конечно, смотрим на все составляющие. Это и инженерные сети, это и состояние, да? Да, состояние инженерных сетей, подвалов, чердаков, это состояние благоустройства двора, это состояние подъездов. И практически 6 критериев важнейших, которые входят вот в оценку. И
у нас такие советы прекрасно работают. Причем я бы обратил внимание на то, что работают прекрасно советы, которые вовлекают людей в эту работу. Они проводят субботники, они выдумывают какие-то новации в доме. Есть председатели, советы, которые только жалуются. И вот они пишут жалобы по всем инстанциям, начиная от администрации, заканчивая нашим главой республики. И, соответственно, они, в общем-то, и только ждут, чтобы кто-то им помог. Хотя, безусловно, наша задача вот как раз организовать помощь таким домам, где появляются такие советы, где люди сами проявляют инициативу. Ну вот, кстати говоря, вот этот 84-летний старший по дому по Дагестанской 5 в Уфе, как вы можете охарактеризовать его стиль работы? Ну, это коллектив, это дом, где люди живут много лет вместе, и они настолько уже вот сработались, что и управляющая компания, и администрация Демского района им активно помогают. Какие вопросы? Они сами все контролируют. Они контролируют приборы учета, они смотрят свои подвалы. То есть это настолько вот организовано все на таком прекрасном уровне, что просто диву даешься, сам иногда удивляешься, что вот такие люди в таком возрасте почтенном, они добиваются таких результатов. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос не в возрасте. Есть у нас и молодежь, которая прекрасно работает, только зависит от активной жизненной позиции. Но, к сожалению, много у нас домов, где председатели только числятся. То есть их выбрали, так как если, допустим, в Доме Совета нет, муниципалитет должен, в общем-то, объявить в течение 2 месяцев собрание общее, на котором выбрать старшего по дому, как мы его называем, или председателя Совета многоквартирного дома. Но вот такие, практически у нас в каждом доме есть председатель. Но вопрос-то в том, что кто-то работает, а кто-то просто сидит и ничего не делает. И, конечно, вот в этом случае наша задача вот разбудить, об этом как раз в своей речи на оперативном совещании сказал Радий Фаритович. Он сказал очень правильно, что у нас на апрель месяц мы ведь думали провести управдом, республиканский управдом, где хотели собрать всех председателей совета домов со всей республики на форум. Но, к сожалению, вот пандемия, она не дала возможности сделать это. Сейчас вот положение еще и ухудшается, поэтому мы собрание вот приостанавливаем. Мы не проводим собрание, потому что это очень опасно. Но, тем не менее, мы продолжаем общаться по электронной почте, на веб-семинарах и так далее. Ну, по словам главы Башкортостана Радия Хабирова, вот он сказал, через советы многоквартирных домов мы получаем объективную информацию о ходе реформы и внедрения инноваций в жилищно-коммунальной сфере. Пока надо продолжать активную работу с действующими советами МКД, а после завершения периода пандемии можно будет возобновить проведение общих собраний жильцов. Также обсуждалась инициатива регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. В частности, мы знаем о госпрограммах республиканского уровня, да, ремонт подъездов, башкирские дворики. Если в доме нет такого совета, то они не смогут участвовать. Вот как вы оцениваете такую идею и когда она может быть принята? Ну, я думаю, что идея, она правильная, потому что если нет совета в доме, практически некому контролировать проведение работ. Но мы, конечно, где вот по ремонту подъездов у нас очень жесткий контроль. Кроме того, что председатель сам смотрит за своим домом, еще наши руководители районных центров, которые входят в городской центр, они объезжают эти дома и сами еще смотрят, как проведены ремонты. И только после того, как все, в общем-то, поставят свои подписи, только я ставлю тогда свою подпись, когда я уже убеждаюсь в том, что ремонт выполнен качественно. Вот в этом случае только подрядная организация получает деньги за свои выполненные работы. У нас остается несколько минут еще до завершения программы. Хотелось бы услышать от вас рекомендации тем людям, в домах которых нет еще совета многоквартирного дома, но тем не менее у них есть желание преобразить то, что имеется, да, с чего начать, как нужно действовать и как добиваться результата. Ну, главное начать.
Главное С чего? начать с проведения собрания, которое, к сожалению, сейчас можно проводить его в электронной форме. Можно, в общем-то, собрать инициативную группу, главное, несколько человек, там можно, в общем-то, встретиться, соблюдая все меры безопасности, безусловно, и обсудить. А после у нас есть форма очно-заочного голосования, то есть для создания совета не надо никуда ходить, ведь все можно это сделать в доме, это надо делать. И чем быстрее появится вот этот совет, тем легче нам решать вопросы. Я всегда говорю, вот когда ко мне приходят активисты, и жалуются, я говорю, а у вас в доме есть совет? Ой, к сожалению, никто не хочет. А вы не хотите, говорю, вот вы жалуетесь, что вас вот не устраивает. Беритесь, мы вам поможем, мы вам, как говорится, и морально поможем, и поддержим вас, и защитим, если там какие-то проблемы будут. Вы открыты к диалогу. Спасибо большое, Рим Нигматянович. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. И о работе советов многоквартирных домов рассказал нам и поделился опытом Уфы, рассказал руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ города Уфы Рим Булатов. Оставайтесь на БСТ.